Пальчик едят. Шишки. Сияет. Песиков боят. Молодцы. Это маленькое чудо с говорящим именем Божена говорит о своей прекрасной большой семье. Молодцы! И это действительно правда. Семья Плиевых творческая, спортивная, дружная. Денис и Надежда были знакомы с детства, но только 3 года назад судьба свела их по-настоящему и навсегда. Долго-долго друг друга искали, ждали, и вот спустя очень долгое время наконец-то мы вот друг друга нашли. Да. Мы, когда построили, только начали строиться дома, ну, наш первый построили, потом Дениса мы переехали, потом переехал Денис. И вот мы там познакомились в далеком-далеком детстве. Да, вот Денис уже сказал, в каком году? В 87 году мы заселились, в 86-м, 87-м уже там достраивался наш дом, по-моему. Да, я думаю, в то время даже никто не мог подумать, что так сложится. Тогда никто не предполагал, что спустя много лет им суждено вновь встретиться и создать гармоничную пару и творческий тандем. Денис все звал Надю в бассейн и в спортивный зал, где он работает инструктором. Она долго колебалась, но однажды сама написала, что решилась прийти на тренировку. И с того момента начались отношения 2 интереснейших личностей. Несмотря на то, что у Нади тогда уже было 3 детей, она подарила Денису дочь. Это был небесный замысел, и поэтому ее так и назвали – Божена. Я мать 4 детей, у меня все девочки. 2 закончили музыкальную школу, вот старшая из младших тоже сейчас учится в музыкальной школе. И я думаю, что Божена у нас такая музыкальная девочка очень. Наверное, в будущем она тоже пойдет в музыкальную школу. Да, она хватается буквально за все. И скрипка ей нравится, и гитара, и пианино. В общем, везде себя пробует тоже. С огромной гордостью Надежда рассказывает о старших дочерях. Они обе закончили музыкальную школу с отличием. Одна старшая сейчас в Казани, она сейчас в декретном отпуске, мамочка 2 очаровательных деток, девочки и мальчика. В нашей семье вообще по линии у нас в основном девчонки. И вот когда у нас родился наконец-то Давид, кстати, прямо на мой день рождения, сделали мне такой подарок в прошлом году. Давидик. Да. Ой, то это было, конечно, счастье. А Лиза, это Настя старшая, а Лиза в Иркутске. Она тоже уже мамочка. У нее дочечка Василиса. Она у нас спортсменка, музыкант. У нее черный пояс по карате. 11-летняя Дарья с удовольствием занимается художественной гимнастикой и демонстрирует свои способности. Ну вот, это шпагат с опорой. То есть нужно, если ты с опорой тянешься, то нужно вот сесть вот так вот. Мой любимый элемент равновесия в кольцо, потому что он у меня очень хорошо получается. Еще есть равновесие планшета, тот же шпагат, только стоя. То есть вот с опорой, вот без. То есть перекаты с мячом разные. Вот так можно, как угодно сделать. Ну, я люблю упражнения с мячом. Но и от мамы дочь не отстает. Обучаясь в детской музыкальной хоровой школе «Соловушка» по классу скрипки, Даша составляет с мамой отличный дуэт. Денис не может остаться в стороне и подыгрывает своим девчонкам. После музицирования семья переходит к спортивным упражнениям. Так, семья Плиевых, готовы? Готовы? 3, 4. Опа! Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Всем физкульт! Привет!
После плодотворного творческого и спортивного вечера необходимо набраться сил, и нас приглашают к столу. На кухне маме нет равных, считают домочадцы. Ее кулинарные способности ценят все члены семьи и аппетитно рассказывают о любимых блюдах. Шоколадный торт, такие печенюшки, пироженки из юбилейного печенья и крема. Когда готовит моя мама салат крабовый, подсолнух. Я люблю все, буквально. И первое, и второе, и третье. Все у меня вкусно получается. Ну, естественно, самая такая изюминка, это, конечно, тортики, когда она печет, мы все с нетерпением ждем. Даша помогает маме в приготовлении выпечки. И так как месит тесто она, не месит больше никто. Поэтому эту обязанность можно полностью доверить ей. Место, место. Месит тесто всегда Дарья у нас. Да. Она вообще такая помощница. Она и торты готовила, и кексы готовила. Сидя за семейным столом, вдруг выясняется, что приди мы на день позже, то попали бы на двойное семейное торжество. Что ж такое у вас завтра? У нас завтра такое вот семейное Событие, торжество. событие, день рождения нашей семьи и двойной праздник. День рождения нашей семьи и день рождения нашего любимого папочки. Два в одном. Папочки, да. Денис достает один из сборников своих стихов и читает посвящение своей любимой жене. После долгих скитаний по свету и ища свое счастье во тьме, я топтал ледяную планету, чтоб прийти наконец-то к тебе. Ну а ты всегда была рядом, в 2 шагах от заветной черты. Мы встречались на улице взглядами и бежали от светлой мечты. Это не первый сборник стихов Дениса, изданный совместно с нерюнгринским автором Яковом Мельником. Всего таких сборника 4. Помимо этого, поэтические строки Дениса можно найти в самых различных печатных изданиях. А это все вот вырезки, выписки, это стихи со всех газет, журналов. Тут какой-то рассказ мой, газеты вот все. В 17 году вышел вот такой сборник, меня туда тоже включили, «Самородки земли нерюнгринской». Там как краткая биография всех наших местных писателей. И вот буквально недавно вышла вот такая книга «Мелодии души». Здесь к 45-летию нашего города Нерюнгри. Здесь включены буквально все, кого уже нету, кто с нами. Вот такой замечательный сборник, значит. Здесь буквально по 2, по 3. Это сборник именно песенник с нотами. В 2018 году на сцене Центра культуры и духовности имени Пушкина состоялся творческий вечер Дениса Плиева, где он читал свои стихи, пел песни, его благодарили и поздравляли нерюнгринские солисты, авторы и единомышленники. Денис Плиев – удивительный человек. Он много лет ходит в литературную гостиную «Встреча». И когда я ему звоню, говорю: Денис, нужна новая песня. Он очень быстро пишет замечательную музыку и тексты. Что хочу сказать, он занимается не только песнями, как один из лучших авторов-исполнителей нашего города, а также он пишет чудесные рассказы. Конечно, не обошлась программа и без дуэта с супругой. Кстати, когда они начали работать вместе, да, когда Надя присоединилась со скрипкой, вот она стоит, а Денис с гитарой, они как бы что-то новое внесли вот на сцену в нашем городе. Сочетание скрипки и гитары делает прекрасное такое ощущение музыкальное. И песня вот эта вот «Несовершенный» его считается одна из лучших. Она много раз звучала на малой сцене, много раз звучала она в большом зале, где собирается около 600 зрителей. И, в общем, пользуется большим успехом его песня. Они частые гости на самых значимых мероприятиях города и района. Романтичный творческий дуэт не может оставить равнодушным ни одного зрителя. Холодная струя, я больше не с тобой, ты больше не моя, мой Бог во мне, молчит он замер в тишине, звучит лишь ветер, он поет мне песню о тебе. Песня о тебе. Надя, как профессиональный музыкант, помогала и поддерживала Дениса во всех его творческих начинаниях. Она уже около 20 лет музыкой занимается профессионально. Ее первые шаги в этом направлении были сделаны, когда она была еще школьницей. Когда мне исполнилось
7 лет меня родители отдали в музыкальную школу. Там были вступительные экзамены, и первый год я туда не поступила. Потом второй год, 8 лет я поступила в музыкальную школу, поступала на фортепиано, но ко мне пришла преподаватель и предложила, чтобы я училась на скрипке. И я без родителей согласилась. Они, конечно, потом были не очень довольны, потому что мне купили уже инструмент фортепиано, а на то время это было достаточно дорого для них. Вот. Но с 3 класса у нас был дополнительный урок фортепиано, и как бы они смирились с этим. Я училась в музыкальной школе у учительницы очень доброй, требовательной тоже, Потитина Татьяна Михайловна, она по сей день там работает. Вот, закончила музыкальную школу. Мы тоже выезжали на конкурсы, на республиканском конкурсе в 6 классе я заняла 1 место, на семинары с ней ездили. Потом я закончила музыкальную школу и поехала поступать в музыкальное училище. Закончив учебу, Надежда вернулась обратно в Нерюнгри уже дипломированным молодым специалистом. Спустя год она пришла в детскую музыкальную хоровую школу «Соловушка» работать преподавателем по классу скрипки. На данный момент у меня 11 учеников. Детки все очень разные и по характеру, и по способностям, но я их очень люблю. Они такие родные стали за это время. У нас есть младший ансамбль скрипачей, где у нас играют дети 1-4 классов. Еще у нас есть оркестр школьный для старших классов и ансамбль преподавателей камертон, в состав в который хожу я. Вот. А еще у нас есть преподаватель Ахметова Аида Желубаевна, и у нас с ней дуэт творческий, который образовался с самого начала нашей работы. Мы с ней вместе пришли на работу, и вот у нас создался такой дуэт. По сей день мы с ней вместе играем. С Надей мы пришли одновременно сюда, в Соловушку, после поступления. Я приехала после поступления сюда работать в 2002 году, и она тоже пришла в Соловушку работать. Мы с ней как-то сдружились сразу же. Вот, и мы близки по возрасту, по духу. Я предложила ей создать такой творческий дуэт. Она не отказалась. И вот мы с 2002 играем почти уже 20 лет. Связь, да, конечно, мы же не просто у нас творческий союз. У нас еще и духовный, и мы и дружим, и подружки столько лет, и мы семьями дружим. И у нас детям нашим, мы одного возраста дети, получается, что мы все вместе забеременели в один год, получилось. И в один садик ходили дети, и в одну школу, и в один класс. Ну, то есть как бы вот такой вот, не знаю, по жизни как-то идем с ней так вот параллельно. Так получилось. Не знаю, наверное, где-то это свыше предопределено было. У Нади есть качество такое очень хорошее, я считаю, что ценное вообще для любого человека. Она очень внимательная. То есть она не пропустит ни одного праздника, ни одной даты, она помнит все, и она обязательно поздравит. И всегда это делает очень тепло и искренне от души. Она в этом смысле очень душевный человек, конечно. Вот. Это касается не только меня, то есть и всех членов семьи моей, всех детей. То есть она никогда не забывает. Вот. Ну и безотказные, то есть я могу на нее положиться.
Татьяна Сидельникова, директор музыкальной школы, о Наде говорит словами из известного кинофильма. Спортсменка, комсомолка, красавица и от себя добавляет: прекрасная мама, жена и замечательный педагог. Да, Надежда Владимировна выросла на наших глазах в замечательного преподавателя по классу скрипки. Она имеет высшую категорию, у нее есть звание отличник культуры Республики Саха-Якутия. Ее дети показывают очень хорошие результаты на экзаменах, на академических концертах. Ее дети принимают участие в конкурсах, причем разного уровня. Но надо сказать, наверное, что Надежда Владимировна не только как педагог, она еще как исполнитель состоялась, потому что мы ее часто видим на сцене и сольно, и в составе замечательного дуэта «Классик». И она очень творческая личность, и поэтому новые какие-то формы. Смотрю, они уже с Денисом вместе выступают, с супругом, да, тут вот трио, Аида к ним подключилась. Поэтому это интересно, когда людей связывают какие-то общие интересы, не только семейная жизнь. Действительно, в кабинете царит такая творческая атмосфера, что наша съемочная группа не удержалась от того, чтобы в нее окунуться. Положила, удобно. Удобно? Да, поняла. Отлично. Стоишь ровно, головка скрипки должна смотреть вверх, да, вот, как настоящий артист. Очень, очень хорошо. Так. А ручка-то расслабленная должна быть или она должна быть Нет, в тонусе? она должна быть достаточно свободная. Вот. Смычок, это сложнее, вообще сложный скрип. Поднимаем руку, да, укладываем просто в расслабленном состоянии, укладываем на трость смычка. Теперь берем мизинец, кругленько, постучали, вот, и в таком положении. Конечно, ваш маникюр чуть-чуть нам мешает, а большой палец совершенно свободно, круглый, согнутый, прикладываем вот сюда и кладем между подставочкой и грифом сначала, да, вот так. Все. Ручку расслабили. Подняли, но расслабили. Замечательно. Постучали мизинчиком. Теперь можно указательным пальчиком. Вот поэтому инструмент очень сложно. Потому что тут положение руки левой одно, положение руки правой совершенно противоположное. У них разные вообще функции. Все, я устала. Атмосфера в Соловушке, у нас все поменялись ролями, у нас видеооператор сел за фортепиано, я стою за камерой, это очень получилось так неожиданно и здорово. Надежда Владимировна подхватила. Но если для Надежды сцена – ее естественная среда, то у Дениса его профессиональная деятельность лежит в другой, не менее интересной сфере. Он профессиональный спортсмен. Еще в школе он увлекся тяжелой атлетикой. Позже его увлечение стало началом дела его жизни. Первые шаги будущий тренер делал, даже не имея соответствующего образования. Потому что не хватало тренеров на то время. Было такое положение, что нужны были тренера. Главный тренер постоянно был у нас в разъездах, потому что подолгу уезжал на сборы с основной группой, с группой спортивного совершенства. И кому-то надо было приглядывать уже. И мы как первопроходцы, скажем, первые выходцы из школы уже были старшие, устроился и работал. И в 2000, по-моему, году я уже поступил в училище. О своих результатах и достижениях Денис говорит неохотно. В 1998 году выполнил кандидата в мастера спорта. И последний раз я выступил в 2017 году на дальневосточном турнире по мужчинам. Золото у меня было. После этого я уже все
я долго не выступал, да. С 2007 года Денис работает в тренажерном зале спортивного оздоровительного комплекса «Шахтер» инструктором по спорту. Но это уже как бы не спорт, это просто идет как поддержка здоровья для всего населения, скажем так. Потому что это же обычный тренажерный зал, это же не секция, там, не школа какая-то. Поэтому, ну, вдохновляют также люди. Люди дают мне как бы свою энергию, свое тепло, приходят, начиная со своей улыбки, с позитива, с какого-то хорошего настроения, с общения. То есть как бы постоянно идет поток. До сих пор же, несмотря на то, что зал очень давно работает, приходят много все равно новых людей. Именно местных, не каких-то там с других иногородних, а именно местные люди приходят в первый раз. Приходится тоже все объяснять, показывать. Это здорово, что люди все-таки решаются, и причем в разных возрастах. Много людей сейчас стало ходить, в основном пенсионного возраста. Это здорово. Люди вдохновляют Дениса, а он вдохновляет людей, в том числе своих коллег, которые с его подачи достигают в дальнейшем больших результатов. Например, Людмила Федорова однажды обратилась к Денису с просьбой подсказать, с чего начать и куда двигаться. В дальнейшем это привело ее к тому, что она выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу. Ну, мы вместе работали здесь на «Шахтере». Я как бы начала заниматься, тренажерочка когда открылась, начали потихонечку подтягивать, уже в возрасте. Сначала для себя, потом Дениса попросила чем-нибудь посерьезнее заняться. Где-то год, полтора мы с ним занимались, он подготавливал там пару соревнований, с ним выходили. Он, как бы начальная ступень, начало как бы положили, писал программки мне, занимались с ним. А что касается здоровья, так это вообще отдельный разговор. Есть люди, которые благодаря тренировкам по программе, которую подобрал Денис, избежали огромных проблем с позвоночником, мышцами и суставами. Занимаюсь я здесь второй год. Почему я выбрала именно это спортивное заведение? Это не первый спортивный зал, в котором я занимаюсь. В принципе, я искала не то материально-техническое обеспечение, то есть не ту техническую базу, которая здесь представлена. Я искала, в принципе, своего тренера. Я его нашла. Много очень в нашем районе тренерского состава, но такого тренера, который умеет тренировать не молодое здоровое тело, а людей с определенным набором заболеваний, с определенным набором уже жизненных тех неурядиц, которые к своему возрасту они принесли. То есть вот такого тренера я искала, и такого тренера я нашла именно в этом спортивном клубе, в этом спортивном заведении. Поэтому я хожу сюда второй год, занимаюсь персонально с тренером и думаю, что буду продолжать заниматься очень долго. Поэтому спасибо моему тренеру Денису. Нередко к Денису обращаются люди с лишним весом. Он точно знает правильный подход к этой проблеме. Ведь кроме диеты и физических нагрузок, здесь не меньшую роль играет мотивация. Я пришел в 2016 году. Здесь с Денисом Валерьевичем мы обговорили первую тренировку. Вес был 217 килограмм, было нереально просто тренироваться. Первая тренировка была эта дорожка, там килограммовые гантели только, немножко растяжки. Самое главное, что он в меня поверил. Сейчас вес 132 практически, то есть 85 килограмм мы сбросили за 4 года. Чуть больше 4 лет мы занимаемся. Вот. И жесткий, интересный. Он помогал по питанию, очень хорошо все рассказывал, что можно, что нельзя, как кушать. Полностью там рацион мы с ним проговаривали, тренировки, нагрузки. Все это обговаривалось, все постоянно делалось. Вот. Единственное, приятно, что в первый же день я услышал от кого-то фразу, что вот он пришел, ты в него веришь? И он сказал, раз он пришел, я буду с ним заниматься, я в него верю. Это дало силы, это было интересно, это классно. Вот. Поэтому у нас все получилось. Еще немножко осталось до цели, еще килограмм 20, и цель будет достигнута, которую желали. Вот. То есть ему спасибо большое, он профессионал в своем деле. Вера в людей, поддержка близких, отзывчивость – эти важные качества, которые идут от сердца, всегда сопровождают всех членов семьи Плиевых. Долго еще можно говорить об этой уникальной семье, но хочется закончить строками из стихотворения Дениса Плиева.
перед самым началом пути не забыть бы о самом главном, чтобы достойно по жизни идти и с друзьями всегда быть на равных. А для этого нужно всегда оставаться и быть человеком, оставаться во всех им делах до скончания своего века.